Будут, иншаллах, освобождены Херсонская, Запорожская области. Потом будет освобожден Крым, колыбель ислама в Европе. Потом, иншаллах, свободу обретут братья из Кавказа. Это далеко не российско-украинская война. Это война добра против зла. В ПАРЕ уже назвали Россию государством-террористом. Пронесется катер побольше. Что делает? Катер начинает носить, потому что волна обрушивается на него, наваливается. Трусить его начинает, когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения. Связи между ними оборвутся. Так называемые муфтии, проповедники в России издают фетвы на обязанность участия в так называемой спецоперации. 83 ракеты понедельник, потом дроны летят здесь. Убивают мирное население. На что они надеются? Как они будут оправдывать свою низменную душу? Как? Ибо свободу не дают, свободу берут. И к этому надо быть готовыми. Дорогие верующие, Всевышний создал 3 вида созданий, как это упоминается в одном из хадисов. Создал людей, джиннов и ангелов. Людей он создал Адама из глины, ангелов из света, джиннов из огня. Так от Урвы, от Аиши, от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передано. Аль-маляикату мин нур, ангелы созданы из света. Ва хулика аль-джанну мин мариджи мин нар, а джинны созданы из смешанного огня. Огня, который смешан, имеется в виду и чернота в нем есть, и краснота есть, и так далее. Ва хулика адаму мимма вусифа лакум, а Адам создан из того, что уже было ранее описано вам, то есть из глины, как это поясняют ученые. При этом Всевышний Аллах даровал право выбора людям и джиннам. Сакалейн. Людям и джиннам. Ангелам не даровал право выбора. Они делают то, что им велено. И у каждого человека есть право выбора, как об этом говорит сам Всевышний. Скажи, истина явилась от вашего Господа. Кто желает, пусть верует. Кто желает, то есть тут не верует. Инна атадна лиззалимина наран ахата бихим сурадикуха. И далее Аллах говорит о том, что уготован огонь тем, кто не уверовал. И несомненно, он, то есть человек, в данной хутбе я больше буду говорить именно про людей, да, про нас, людей. И он в ответе за свой выбор и действия. Одни попадут в ад, другие в рай. Как об этом опять же сказал Аллах Субхану. Фарикун фил джанна ва фарикун фис саир. Одна часть людей окажется в раю, а другая часть окажется в пламени. И несомненно, в основе своей каждая душа куллю нафсин бима касабат рахина. Она заложница того, что она содеяла. Именно она. И не понесет другая душа чужого бремени. В основе своей. Как сказал об этом Всевышний Аллах. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ и так далее. Ни одна душа не понесет чужого бремени, если обремененная душа, даже если обремененная душа взмолится о том, чтобы ей помогли понести ее ношу, ничто не будет взято из нее, даже если просящий окажется близким родственником. Это настолько будет тяжелый день. Настолько это будет страшный день. И как сказал об этом также
Всевышний Аллах, это повторяется в многочисленных аятах. «Куль агайр Аллахи абги рабба». Скажи, неужели я стану искать другого Господа помимо Аллаха, в то время как Он является Господом всякой вещи? Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Но важно еще то в этом праве выбора, который делаем мы, каждый. Ты, я, все мы. И то, что оно делает человека в этой жизни точкой определенной, инициативой. То есть мыслей, намерений, перерастающих в конкретные какие-то действия. Мы, делая выбор, каждый день мы делаем выбор. Мы становимся точкой инициативы. Представьте перед собой вот огромное море. Наверняка были на берегу моря. Море, где вот это вот необъятное море, где край, который вы видите, смыкается с горизонтом. И пусть это море будет нашей жизнью, просторами нашей жизни. Представьте, что в этом море очень много всяких корабликов. Это вот люди, разбросанные в этом море. И вот эти кораблики начинают свое движение в этой пучине, в огромном море, в этой жизни. А так происходит в нашей жизни. Что происходит? Каждый кораблик, который начинает двигаться, он создает вокруг себя что? Волны. Не так ли? Только начинается движение, начинаются волны. Кто-то движется быстрее, кто-то медленнее. Какие-то кораблики больше, какие-то меньше. И каждый корабль, каждый из нас вокруг себя создает это поле. Хотим мы этого, не хотим мы этого, но это поле воздействует на всех остальных. Наверняка вы тоже плавали по реке как минимум. Если вы плывете на резиновой реке, а рядом пронесется катер побольше, что делает? Катер начинает носить, потому что волна обрушивается на него, наваливается, трусить его начинает. Так мы воздействуем друг на друга. Так вот, я к тому, как я уже это подчеркнул, что каждый из нас, хочет он этого или не хочет, своими действиями, словами, а иногда даже бездействием и молчанием, иногда даже так, когда это расценивается как действие, потому что молчание может расцениваться как действие. Кстати говоря, для эрудиции отсюда и определение хадиса. Хадис — это не только слова пророка, а также его одобрение, молчание. Иногда, когда его спрашивали, он молчал, это расценивается как одобрение, и это сообщение считается хадисом тоже. Создает вокруг себя волны, наши слова, действия создают вокруг себя волны. Поле, как хотите, так и называйте это. И оно воздействует на других. При этом всем каждый из нас, конечно же, обязан быть самостоятельной единицей. И он будет в ответе за то, что он сделает. И куда унесет его кораблик в пучине морских волн этих, бушующих. Он в ответе. Почему? Потому что Всевышний говорит: «Валя такфу» и не следуй. «Валя такфу ма лейса лака бихи ильм» и не следуй тому, в чем у тебя нет знания. Не знаешь, не следуй. Не понимаешь, не следуй. Воистину слух, инна сам'a, валь басара, валь фуада, куллю уляйка кана анху мас'уля. Слух, зрение, сердце. Слышим, видим, чувствуем, принимаем намерения, начинаем действовать. Все они будут призваны к ответу. И при этом каждый из нас может стать точкой инициативы, как я сказал. Как добра, так и зла. Он может создавать вокруг себя, сам того не замечая, волны добра и зла. И по милости Всевышнего
если он создает вокруг себя поле добра, волны добра, ему воздастся за это. Всевышний наградит его за это. И все тексты Корана, хадисов указывают на это. В Рамадан, как часто мы их цитируем, тот, кто накормил постящего, удостоился награды постящего. Есть более общий даже хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, он в Сахих Муслим приводится, достоверный хадис. «Ман далла аля хайрин фалаху мислю аджри фа'илихи». Тот, кто указал на добро, тот удостоится награды, подобной тому, кто сделал это добро. И ученые даже вокруг этого спорить начали. Равна ли эта награда? Мусява. Либо подобие имеется в виду, Аллаху алям, все зависит от намерения. Все. Иногда тот, кто указывает на добро, может удостоиться больше добра, чем тот, кто сделает добро. И в первую череду это касается учителей, имамов, которые преподают истину. Не глаголят ложь, об этом чуть позже, а преподают истину, разъясняют истину, доносят истину людям. Их награда, Аллаху алям, будет больше, нежели тех, кто получил эту истину. И по справедливости Всевышнего в то же время он будет наказан, человек будет наказан за волны зла, поле зла, мерзости, которую он вокруг себя создает. Потому что Всевышний справедлив. Слушайтесь в эти аяты. Аллах говорит, «Иляхукум иляху вахид». Ваш Бог, Бог единственный. Но сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь, отрицает истину, а сами они высокомерные, гордецы. «Ля джараманна Аллаха я'ламу ма юсирруна ва ма ю'линун». Несомненно, Аллах знает то, что вы утаиваете, и то, что вы обнародуете. Воистину, Он не любит высокомерных. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Но когда им говорят, что ниспослал вам Господь, они говорят, это легенды древних народов. И тут аят. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Пусть они понесут свою ношу целиком в последний день, но это не все. Не все. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. А также ношу тех невежд, которых они ввели в заблуждение. «Аля саа ма язирун». Как же отвратительна их ноша. В ответе будут те, кто вводит в заблуждение других. И в судный день, в тот страшный день, когда каждый будет сам за себя, когда будут приходить к пророкам, начиная с Адама и так далее, и просить ходатайство, заступничество. Даже пророки все, кроме пророка Мухаммада, будут говорить: нафси, 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 нафси. И в судный день все это проявится. Оно проявится, как это описывает Всевышний в своей книге. Все вывернется, все проявится. Как об этом говорит Аллах. «Идь табарра аллазина туби'у мин аллазина табау ва рау ал'азаба ва тақатта'ат бихиму ал'асбаб». Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Те, которые следовали за другими, скажут: если бы у нас был еще один шанс, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас. Таким же образом Аллах покажет им их деяния. Чтобы это опечалило их, они никогда не выйдут из огня.
Хотя до этого их увещевали, им объясняли, им говорили: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Когда им говорят: следуйте тому, что не спаслал Аллах, они отвечают: нет, мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов. А если их отцы не разумели и не следовали прямым путем, оно настолько проявится, что они будут насылать проклятия друг на друга. Опять же, как это описывает Всевышний. «Яума тукаллабу вуджухухум финнари якулуна я лайтана ата'на Аллаха ва ата'на расуля». В тот день их лица будут поворачиваться или изменяться в огне, и они скажут: лучше бы мы повиновались Аллаху и повиновались посланнику. Вакалю, и они скажут: Раббана, инна ата'на садатана, ва кубара'ана, фаадаллуна сабила. Они скажут: Господь наш, мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути. Раббана атихим ду'афайни миналь азаб. И они будут делать дуа против них. Господь наш, удвой для них мучения и прокляни их великим проклятием. Дорогие братья, день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. И я молю Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Дорогие верующие, важно следить за собой, за своим слухом, зрением и сердцем. Мы в ответе за все, что чиним. А ведь каждый день Джума, в день Джума, мы читаем суру Каф, как это делал посланник Аллаха. Посланник Аллаха ﷺ читал «Иль-Гашия», «Исаббих исма раббика аль-А'ля», а также читал суру Каф, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Из яталакка аль-муталаккияни ани аль-ямини ва ани аль-шимали ка'ид». Двое ангелов сидят справа и слева и принимают, то есть записывают деяния. Один праведный и добрый, другой злый. «Ма ялфиду мин каулин илля ладейхи ракибун атид». Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдать. «Ваджаат сакратуль маути бильхак. Залика ма кунта минху тахид». Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал. «Вануфиха фиссури. Залика яумуль ваид». И подуют в рог. Это день угрозы. «Ваджаат куллу нафсим ма'аха саику ва шахид». И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем. Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Инналь абда», поистине раб, «ла ятакалламу биль калима», может сказать слово, «мин ридванилля», которое будет в угоду Аллаху, «ла юлки лаха баля», не обратить на это внимание. «Ярфа'аху Аллаху биха дараджат», и за это слово Всевышний возвысит его степенями. «Ва инналь абда», и поистине раб, человек, «ла ятакалламу биль калима», может сказать одно слово, «мин сахатилля», что разгневит Аллаха, гневит Аллаха, «ла юлки лаха баля», не обращая на это внимания, даже не обращая внимания. «Яхуи биха фи джаханнам», провалится он из-за этого в гиену. Обратите на эти прекрасные слова Ибн аль-Кайима, рахимахуллах, который сказал: «Вакад кана ба'ду салаф», некоторые праведные предшественники, «юхасибу ахадухум нафсаху фи каулихи яумун хар ва яумун бари». Праведные предшественники были такие праведные предшественники, которые спрашивали себя даже за простые слова: сегодня теплый день или холодный день. «Валакад руия ба'ду лакабир». Кому-то приснилось, он увидел во сне слова Ибн аль-Кайима:
Мин ахли аль-илм, кого-то из знающих, кого-то из ученых. Финнаум. Фасуиля ан халихи. Его спросили о том, в каком он состоянии. Факал. Ана маукуфун аля калима. Меня спрашивают за одно слово. Культуха, которое я сказал. И я сказал, ма ахваджу нас иля гайсин. Как же люди нуждаются в дожде. Факиля ли, а мне же в ответ сказали. Уама юдрик. Откуда ты знаешь? Ана а'ламу би маслахати айбади. Я лучше знаю то, что идет в пользу моим рабам. Такой вот диалог. Как будто он увидел ученого, который беседует со Всевышним Аллахом. Для чего это? Зачем я затронул эту тему? Это особенно важно, дорогие верующие, дорогие братья. Особенно важно в наше современное время. В наше время, когда так называемые муфтии, проповедники в России, начиная с оккупированного Крыма, они тоже уже муфтии России, издают фетвы на обязанность участия в так называемой спецоперации, изрыгают из своих уст ложь и не перестают это делать. Яд отравляет людей. И словно этого мало, они идут благословляют еще. Идут молятся за солдат. На что они надеются? В то время, когда здесь Россия бомбит Киев. 83 ракеты понедельник, потом дроны летят здесь. Убивают мирное население. На что? На что они надеются? Как они будут оправдывать свое низменное эго, свою низменную душу? Как? Как они будут оправдывать эту гниль? Как? Люди ведь погибают. Ведь они становятся косвенной причиной, может быть не прямой, косвенной причиной тех, которые идут на верную смерть, сами умирают, они становятся причиной убийства других людей. И речь не об одном, а двух. Речь идет о десятках, тысячах. И уже к сотне, возможно, тысяч. Как? Каждый человек, делая выбор, становится точкой инициативы. Выбор — это ты стал точкой инициативы, это уже определенная точка невозврата. Но чем ты больше погрязаешь в это, и мы об этом говорили, тем больше тебя засасывает в это болото. На что надеются эти люди? О верующие! О те, в чем сердце хоть есть пылинка веры. Контекст этой войны, в которой мы живем, он уже далеко не российско-украинская война. Это далеко не российско-украинская война. Это война добра против зла. В ПАРЕ уже назвали Россию государством террористов. Хамдулилля, слава Аллаху. Да, это давно надо было сделать. Да, до того, как погибли наши братья в Чечне, в Сирии и так далее. Но слава Аллаху, лучше поздно, чем никогда. Это война между добром и злом. Если зло это сегодня не остановить, то оно будет расти, как раковая опухоль. И более того, я скажу, что его не надо останавливать, его надо удалить. Удалить это зло. И если это казалось буквально 8 месяцев тому назад мечтой чьих-то людей, каких-то людей, то это сегодня уже становится явью. Оно становится явью. Сначала будут, иншаллах, освобождены Херсонская, Запорожская области. Потом будет освобожден Крым. Колыбель ислама в Европе. Так оно было. Потом, иншаллах, свободу обретут братья из Кавказа, Башкортостана, Татарстана. И Россия, иншаллах, по воле Всевышнего перейдет свои исторические границы в Московию и будет платить репарации. Не дань, как это было раньше, а репарации. И это будет, иншаллах. Но для того, чтобы это было, мы должны стремиться к этому. Ибо свободу не дают
свободу берут. И к этому надо быть готовыми. Нужно действие. Нужно быть готовыми к этому. И мысленно, ментально, и организационно. Нужно действовать. Каждый тем, чем может. Кто интеллектуально, кто физически, кто материально. Но каждый, считайте это продолжением предыдущей хутбы, он должен найти свое место в этой войне. Хотим мы этого или не хотим? Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы делали всегда правильный выбор, чтобы мы становились точкой правильных инициатив и создавали вокруг себя поле добра, которое будет заглушать все зло вокруг себя. И я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он даровал нам всем искренность,